В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Новосибирский научный центр «Вектор» приступил к разработке вакцины от коронавируса в виде капель для носа. В сентябре заработает упрощенный порядок оформления гаражей и земельных участков под гаражами в России. Сегодня жители 60 стран напишут тотальный диктант. Всего по всему миру откроется 1100 площадок для проведения письменной работы. В России появится вакцина против коронавируса в виде назального применения. Препарат разрабатывают в лаборатории научного центра вирусологии «Вектор». При применении капель для носа будет создаваться иммунитет на слизистых, так как именно через нее инфекция попадает в организм человека. Состав компонента вакцины схож с препаратом Эпивак Корона. Напомню, что Эпивак Корона – вторая зарегистрированная вакцина в стране для профилактики коронавируса. Ее разработали в центре «Вектор». Тем временем для вакцинации от коронавируса нужно предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Ранее в оперштабе по борьбе с COVID-19 пояснили, что в России пока не планируют обязывать работодателей прививать мигрантов от коронавируса, так как сейчас вакцинация проходит только для граждан страны. Приоритет россиян подтвердил и замминистра здравоохранения страны Олег Гриднев. Далее он отметил, что соотечественники, проживающие за рубежом, могут приехать в Россию для вакцинации. Главное, чтобы у них было российское гражданство. Упрощенный порядок оформления гаражей и земельных участков под гаражами вводят в России. Закон позволит россиянам до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность по упрощенной процедуре гаражи с земельными участками. Для этого нужно обратиться в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления. Закон о гаражной амнистии президент Владимир Путин подписал 5 апреля. Он вступит в силу с 1 сентября этого года. Нововведение коснется более 3,5 миллионов россиян. Пассажирские услуги по пригородным и междугородним маршрутам в Нерюнгринском районе выполняет предприятие «Юж-Саха-Автотранс». Перевозки осуществляются в соответствии с ежегодно заключаемым с Нерюнгринской районной администрацией муниципальным контрактом. Как предприятие справляется со своей работой и какие трудности существуют, узнавали наши коллеги. Рабочий день водителя автобуса начинается, когда весь город еще спит. В 4 утра он должен быть в автопарке. Первый этап – проверка автобуса на его готовность к работе. Затем, получив путевой лист и другие документы, водитель проходит медосмотр. Следующий этап – контрольная проверка автобуса на ОТК и выход на линию. Ежедневно на линию у нас выезжает в рабочий день 13 автобусов. Всего 5 маршрутов наших, 3 пригородных и 2 междугородних. С прошлого года для удобства пассажиров была запущена система приема оплаты проезда с помощью банковских карт. В автобусах используются кассовые аппараты. Также предприятие было подключено к системе «Умный транспорт». С помощью этой программы можно отслеживать каждый автобус в реальном времени, где он находится, когда подойдет на остановку, когда приедет в населенный пункт. То есть, чтобы люди в зимнее время не стояли, не мерзли зря. На некоторых участках маршрутов из-за проблем со связью возникают трудности как работы этой программы, так и безналичной оплаты проезда. Предприятие старается решить возникающие проблемы и создать благоприятные условия для пассажиров. Но цена муниципального контракта сегодня не может в полном объеме покрыть все затраты предприятия на осуществление пассажирских перевозок. К тому же 2020 год выдался крайне непростым для предприятия. Выручка от продажи билетов за 3 месяца действия сокращенного расписания автобусных рейсов с апреля по июнь упала на 65% по сравнению с первым кварталом 2020 года. При этом появились дополнительные расходы на средства индивидуальной защиты и ежедневную дезинфекцию салонов автобусов. Пассажиров было очень мало. Ну и вот с тех пор мы, как это можно выразиться, потеряли пассажиров. Одной из самой такой для нас наболевшая проблема – это нелегальные перевозчики. Выезжает на линию водитель без всякого на то разрешения. И таких перевозчиков, к сожалению, очень много на сегодняшний день. Что касается безопасности дорожного движения, на предприятии «Юж-Саха-Автотранс» этому уделяется большое внимание. Регулярно проводятся программы обучения, инструктажи. Мы очень качественно отбираем водителей на работу к нам, на наши автобусы. Да?
Но мы также и не забываем и обновлять наш коллектив. К нам приходят ребята после обучения, после автошколы. За ними закрепляются водители, наставники, которые обучают их всем азам водительского мастерства. Сегодня все статьи затрат предприятия требуют дополнительного финансирования. Сюда относится и техническое обслуживание, и ремонт парка автобусов. Зачастую нужны детальный заказ, и ситуацию также усугубляет проблема с дорогами. После проезда по ямам и выбоинам некоторых участков дорог маршрута автобус необходимо сразу ставить в ремонтную зону. Такие сферы должны финансироваться в достаточном объеме, ведь работа по перевозке пассажиров по муниципальным, пригородным и междугородним маршрутам – это не бизнес, а социальная потребность. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В России принят закон, направленный на упрощение порядка получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. Так, процедура получения вычетов имущественных по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам и инвестиционных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, будут проще. Граждане, у которых есть личный кабинет налогоплательщика, больше не будут заполнять налоговую декларацию и предоставлять в налоговый орган подтверждающие документы. Контакты с налоговой службой будут осуществляться через личный кабинет. Налоговики с помощью автоматизированной информационной системы будут сами проверять право налогоплательщика на налоговый вычет. Закон вступит в силу 1 января 2022 года. Внесены изменения в порядок предоставления социального контракта в Якутии. Самое важное нововведение – это включение дополнительного направления «Поиск работы». Семья с низким доходом и безработным членом семьи может обратиться в управление соцзащиты и в рамках социального контракта получить поддержку. Человек сможет пройти переобучение или переподготовку сроком до 3 месяцев, а в этот период ему будет выплачиваться материальная помощь в виде стипендии. Сохраняется в рамках социального контракта содействие самозанятости и развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. При этом увеличивается максимальный объем помощи до 250 тысяч рублей. Также сохраняется направление по развитию личного подсобного хозяйства. Сегодня жители 60 стран напишут тотальный диктант. Всего по всему миру откроется 1100 площадок для проведения письменной работы. На территории России проверят свое знание в 708 населенных пунктах, а за рубежом к проекту присоединятся 200 городов и 59 стран. Каждая страна выберет подходящую для себя форму участия – онлайн, офлайн или пишем дома. Тотальный диктант охватит 19 часовых поясов на всех 6 континентах страны. Самой южной точкой станет Антарктика, а северной – плавающая атомная теплоэлектростанция в Певеке. Якутяне также примут активное участие в тотальном диктанте. Для этого в столицу республики 8 апреля приехал автор текста Всемирной просветительской акции, писатель Дмитрий Глуховский. Республиканский конкурс «Учитель года-2021» завершился в Якутске. В течение 3 дней 27 победителей муниципальных конкурсов боролись за звание лучшего в регионе. Участники выступали с номерами-визитками, где представляли личные и профессиональные качества, проводили классные часы, уроки по предметам, представили методические практики организации учебного процесса. Состав жюри, куда были включены и ученики, выбрали учителем года Анну Конову, учителя иностранных языков 23-й школы города Якутска. Она в последующем представит республику уже на всероссийском этапе конкурса. Конкурс был очень насыщенный, потому что в этом году он проводился в условиях еще не снятия ограничений по пандемии. Поэтому часть этапов они проводились в дистанционном формате. И это вызвало у нас некоторые, скажем так, затруднения, скорее технического такого порядка. Да? То есть интернет бывало подводил, и это был настоящий адреналин. Но в целом конкурс прошел интересно, насыщенно. Это была интересная борьба. Мы приобрели новый опыт, который в будущем, думаю, повлияет на нашу профессиональную деятельность. Благодаря программе «Демография» в Алекминске в конце этого года откроется новый каменный детский сад на 240 мест. Сейчас на объекте идут строительные работы. По традиции для освещения места и работ там провели обряд алгыс. Подробнее о новом социальном объекте в сюжете наших коллег. В новом микрорайоне города Алекминска ЗСМ идут работы на строительном объекте. В конце года здесь откроется детский садик на 240 мест. Обряд алгыс традиционно провели для освещения мест строительства.
Детский сад на 240 мест, строительство которого стало возможным благодаря участию в национальной программе «Демография». И сегодня провели обряд для того, чтобы наши предки, духи помогли нам, строителям, провести своевременно, в сроки, качественно свою работу. По плану данный объект должен быть введен в конце текущего года, и осенью текущего года планируется торжественно произвести открытие, и будем надеяться, ребятишки придут в новое, красивое, теплое и уютное здание. Садик будет просторным и светлым. Проект предусматривает трехэтажное здание, где с комфортом смогут разместиться ребятишки. Спроектирован ООО «Восток» предприятием, получена экспертиза, и, соответственно, она запроектирована по всем, как говорится, канонам, отвечающим всем требованиям Санпин и Роспотребнадзора. Будет 12 групп, будет 12 угольных площадок. Территория этого сада занимает более гектара, так что это очень такой внушительный объект для Алёкминского района. Потребность в новом здании именно детского сада назрела давно. Маленьких алькминчан все больше. Новое здание точно не будет пустовать. На сегодняшний день у нас потребность более 200 детей, дошкольные образовательные организации. Поэтому со строительством вот этого нового объекта на 240 мест мы полностью решим вопрос о потребности дошкольной образовательной организации нашего города. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. Пенсионер и умелец Николай Кудрин представил очередное изобретение. В этот раз он модернизировал мопед. Теперь у обновленного транспортного средства есть две детали из дерева и металла, чем-то напоминающие по предназначению лыжи. По словам мастера, это сделано для того, чтобы на непроходимой местности мопед мог балансировать. В итоге получилась конструкция, которая не уступает по проходимости снегоходу промышленного производства. Так, сделана она просто, ну как видно, да, на простые материалы, обрезок фанеры. Но это как бы испытательный вариант. Мы-то не были убеждены, что он так поедет. И тут фанера у нас 8-миллиметровая, а тут доска и тут обод от старого велосипеда. Разрезали пополам, одну сторону туда кинули, вторую сюда. Так, тут крепление на болтах. Тут у нас труба идет, ну, не видно вас, да? А тут на саморезах. Она не совсем лыжа, видно, да? Лыжа другая бывает. Это как бы для опоры ног сделана, автоматическая. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.